Александра, добрый день. Добрый день. Первый вопрос к вам как к профессионалу. Что такое айдентика? Что такое национальный код? Это называется в дизайне. И для чего все это нужно? Это очень обширные вопросы. И у меня недавно эта мама спрашивала, что такое айдентика. И я ей постаралась максимально просто объяснить, что айдентика — это ваша идентичность. То, на чем строится ваш визуальный образ, то, как вы себя репрезентуете. И это касается не только человека в целом. И это вот в нашей работе, в дизайне, это касается проекта, бизнеса, ну вот таких историй. Если говорить про национальную идентичность и культурный код, то я тоже сегодня об этом думала, и мне пришла мысль, что культурный код, он смешивает разные наши отрасли и формирует, вот как ДНК из разных вот вещей, формирует нашу культурную идентичность. Это не только орнаменты или это не только там обряды, это вообще в целом то, где мы живем, то, какой у нас образ жизни. Потому что образ жизни текущий, например, он складывался в течение многих лет. Какие-то традиции, которые мы несем до сих пор, они были сформированы в результате образа жизни, который человек там, 200 лет назад вел. Ну, вот такие, вот как-то так я это ощущаю. Ну, сложновато пока, да? Да. Пока не очень понятно, потому что сложно, наверное, объяснять словами то, что проще показать. Да. То есть показать вот это культурный код Республики Саха-Якутия. Все такие, ну да. Да. А как это объяснить? Вот культурный код Республики Саха-Якутия, он уже выработался, он уже есть вообще? Или мы все в процессе находимся? На мой взгляд, культурный код, он уже у нас сформирован, и он был сформирован достаточно давно. Ну, это вот мое субъективное мнение. Но сейчас, в течение времени, мы его, конечно, переосмысляем. Мы на него по-другому смотрим. Культурный код — это все наши традиции, все наши обряды, опять же, повторюсь, тот образ жизни, что мы живем, то, с чем мы сталкиваемся в городской среде, то, какие якорные знаки мы для себя отмечаем и несем их с собой. Это тот язык, на котором мы говорим. Ну, в общем, это совокупность разных элементов, которые формируют в нас нашу культуру народа Саха. Вот, ну, то есть как будто бы, когда мы говорим про культуру, это что такое архаичное. Вот, допустим, у вас серьги, да, чепрак. Это вполне понятная форма, вполне лаконичная. Как это должно преломляться через восприятие современности? И преломляется. Это же на самом деле то, чем вы непосредственно занимаетесь вместе со своими коллегами, да? Преломляете такое архаичное, глубинное, древнее представление в что-то современное и понятное, может быть, не только представителям народа Саха, да? Но и другим людям, которые посмотрели, увидели, это интересно, это модно, это современно. Ну вот яркий пример — это результат работы с застройщиком Утум Плюс, которому мы делали ребрендинг в 2023 году. И у нас в ходе работ всегда, то есть наш объем работы по фирменному стилю, он состоит из нескольких элементов. Это разработка логотипа, подбор фирменных цветов и шрифтов и разработка паттерна. Паттерн — это разные узоры, которые дополняют логотип, усиливают весь фирменный стиль. И мы для Утум Плюс предложили использовать вместо паттерна, мы предложили использовать шрифт. Шрифт мы его разработали, и в каждом элементе, в каждом знаке, то есть в каждой букве была использована какая-то форма из узоров. Ну, это вот если очень сильно упрощать. И при многократном повторе одной и той же буквы линия складывалась в имитацию того узора, который есть на чороне, например. И то есть мы попробовали переосмыслить те узоры с чорона в современной интерпретации. Это мы сейчас имеем в виду вот эти вот палочки, насечки, да, такие, они вертикальные, короткие насечки, которые повторяются и создают полосу, допустим. Ну, создают узор. Считается же, что чем чорон больше и богаче украшен, тем он более почетнее. Вот. И поэтому мы еще отталкивались от того, что раньше чороны украшали более простыми орнаментами, потому что это было следствие того инструмента, которым мастер обладал.
И есть, например, арочный орнамент, он как бы просто повторяет многократно арку. И его раньше на глине просто мастер отпечатывала ногтем. Да. Надавливала. Да, надавливала, ну, прокатывала. И появился арочный орнамент. То есть это буквально руки мастера были инструментом для создания орнамента. Постепенно мастерство росло, и стали работать с деревом. И уже резец, он позволял делать более изысканные орнаменты, более сложные. И они стали еще сложнее. Ну вот, и мы переосмыслили то, каким инструментом мы обладаем сейчас, ну, как мастера, да, будучи дизайнерами. И это цифровые какие-то технологии. Мы работаем с типографикой, работаем со шрифтами, и вот решили попробовать вот эту историю перевоплотить через современный инструмент. И так появился шрифт, который еще и паттерн, и который при многократном повторе имитирует узоры с чурона. Ну, вот такая история была. Но это же что-то визуально интересное, да? Да, визуально интересно, что цепляет, что тебе не сразу понятно, да. и немножко нужно тут подзависнуть, посидеть, подумать. Да. Это как тоже головоломка. Такие мы любим делать пасхалки в работе. Неочевидные сразу. Зато потом, когда ты вчитался, всмотрелся, переосмыслил и понял, ты это уже не забудешь никогда. Шрифт действительно получился достаточно сложный для того, чтобы его можно было сходу прочитать. Тем не менее, если не многократно букву повторять, а писать какое-то слово, то постепенно уже ты сможешь там подзависнул и постепенно начал уже читать целые слова и предложения и так далее. Вот. А еще я потом думала о том, что народ Саха раньше использовал орнаменты в целом с целью защиты от злых духов. Да, первостепенно. И костюм богато украшали, потому что старались защитить человека от всего плохого. И я осмысляю вот этот сложный шрифт, который получился с повтором узоров с чурона, что он не просто так сложный, он тоже несет в себе какую-то защитную функцию, потому что, ну, чтобы ничего плохого там не случилось. То есть это как шрифт-паттерн, который еще и шрифт-талисман. Как-то так. Сейчас в автобусах можно послушать легенды. Да. Давно я не ездила в автобусах, видимо, надо. Да, там можно послушать легенды на якутском и на русском языках, и еще можно послушать разные истории водителей общественного транспорта, которые рассказывают необычные истории из их жизни, из их работы. И к этому подключилось еще сообщество художников. Мира Аргунова рисовала картины по легендам долины Туймада, а молодые иллюстраторы, они создавали иллюстрации уже к рассказам водителей. И вот почему все-таки вот сейчас это становится модным? При том, что вообще-то совсем недавно мы еще жили в каком-то векторе направленности на глобальный мир, на стирание границ, на то, что какая разница, кто ты есть, неважно, да, все мы равные, все мы из крови и плоти, все мы братья и все прочее. А сейчас такая острая потребность в самоидентичности. И более того, не просто в самоидентичности, ну ладно, про себя, если ты понял, так нужно еще и демонстрировать всему миру вот на уровне даже таких вот значков, да, и дизайна одежды и так далее. Чем продиктована вот эта потребность, как вы думаете? Ну, у меня есть личный опыт проживания этого опыта, да. Я в школе была далека от нашей культуры. Несмотря на то, что я выросла в семье Саха, то как-то у нас в школе не было якутского языка. Мы не отмечали вот национальные праздники, и я этого всего не понимала и, возможно, даже не принимала. И мне хотелось вот скорее закончить школу, уехать учиться в университете где-то в Москве, ну и все, да, там остаться, жить, дальше работать. Но так получилось, что я вернулась домой, и уже когда начала работать, мы начали вот с этой идентичностью работать, с национальной. И тут я для себя открыла этот мир. И он мне стал безумно интересен. Я это полюбила прежде всего. И мне стало это действительно родным.
И мы стали очень много путешествовать. То есть мы ездили по республике, всю республику объездили, но при этом не останавливаемся, хотим снова этим летом куда-то поехать. И когда мы куда-то уезжаем, мы стараемся зайти во все возможные музеи, которые находятся, потому что вся аутентичность, она живет там, она живет в маленьких тихих селах, где люди живут такой тихой жизнью. И это очень ценно. И пока у нас еще есть возможность с настоящих носителей культуры ее как бы перенять, то это нужно успевать делать. Вот. А как это связано с тем, что это уходит уже в глобальный какой-то тренд, наверное, что люди ищут эту идентичность и стараются ее проявлять, это, наверное, следствие того времени, в котором мы живем. У нас очень много сейчас различных факторов тревоги, напряжения какого-то. И мы стараемся вот в этих простых вещах, наших культурных опорах, найти опору. Это наша опора, действительно. И то, что нас может укоренить, укрепить. Интересное понимание. Ваши поездки называются экспедиции. Мы их так называем. Да? Да. По принципу научных экспедиций, исследовательских, этнографических экспедиций. Туда ездит обычно кто? Вот вы с коллегами из Сулусчан? Да. Или кто-то еще? У нас был опыт только... Мы садились летом в машину. В машине сколько? 5 мест с учетом водителя. 5 человек и 5 человек мы ехали. Такого опыта, чтобы мы ездили еще совместно с кем-то, пока не было. Но в 2024 году летом я ездила вместе с Утум Плюс и архитектурным сообществом в Татту. Это была архитектурно-этнографическая экспедиция. Ездили разные архитектурные бюро. Я тоже тогда принимала участие в экспедиции, но уже в соло. Но было очень интересно, потому что была отдельная программа, но достаточно коротко прошло. А мы любим, если мы едем, то мы едем недели на 3. Так, то есть и сколько мест вы посетили? Мы в 2020 году ездили до Магадана и проехали эту трассу Колыма и останавливались во всех знаковых местах. Потом мы в следующем году поехали в сторону Нерингри, а потом мы ездили в сторону Мирного, и Ростислав еще ездил в Тикси. До Тикси не все доехали, да, но всем хотелось там побывать. И мы когда-нибудь и туда доедем всем составом. В больших экспедициях обычно там все равно исследования проводятся, интервью берут. Глубинные интервью обязательно. Да. А у вас как это? Вы что-то зарисовываете, что-то фотографируете? Что вы с собой привозите из экспедиции, кроме впечатлений? С нами ездил все разы фотограф. С нами ездил Слава Прокопьев, очень крутой репортажный фотограф, который снимал в репортажном формате нашу экспедицию, что-то рядом с документальными фотографиями. И прежде всего, получается, фотоматериалы мы забираем, а ребята, наши иллюстраторы, зарисовки какие-то делают. И мы много общаемся с жителями сел, куда приезжаем. И глубинное интервью есть. И мы останавливались в Эмиконе у Тамары Егоровны в знаменитом гостевом доме. И у нас с ней был и обед, и ужин. И мы очень много разговаривали. Она рассказывала про то, как живет, про свой гостевой дом. Мы останавливались в комнате, и нам было безумно интересно, а где же спал Том Харди? И мы у нее спрашивали, и она говорила, в вашей, а где именно, точно не помню. И мы потом сидели такие, мы находимся в том месте, где было так много разных... Где кого только не было. Где кого только не было, действительно. И у нее есть отдельное строение, там у нее музей, и там очень много литературы, и мы весь вечер сидели, смотрели разные книжки, фотографировали их, то есть фотографировали какой-то материал, который нам интересен оттуда, и потом его применяли в работе. То есть это не просто отдых, это в том числе и работа. А какой из ваших опытов, из ваших проектов, на ваш взгляд, самый интересный или, может быть, самый запоминающийся? Не знаю почему. Может, потому что был сложным, может, потому что был, наоборот, каким-то веселым. Самый первый проект, который был у нас такой значимый, это мы делали брендинг для аэропорта Якутск. В 2019 году ему присвоили имя Платона Алексеевича Аюнского, и, соответственно, потребовался ребрендинг, и заказчик хотел видеть в этом
ну, ту самую национальную идентичность, привязку. И вот этот образ Платона Алексеевича тоже как-то воплотить, да, в фирменном стиле. И вот этот проект был очень яркий, потому что он был первый, потому что у нас тогда сформировалась команда, которая потом очень долгое время, не меняя состава, работала. И мы в этом составе сделали очень много классных проектов. И еще в момент сбора материалов, анализа и поиска просто вот этой концепции визуальной, мы себя ощущали настоящими детективами, потому что мы находили разные якорные точки, которые потом между собой вот так вот соединяли, и у нас на пересечении вот этих вот историй появился наш логотип, который еще очень быстро был реализован. Ну, то есть сроки были достаточно короткие, и мы быстро увидели уже результат проделанной работы, и для нас это тогда было очень важно. Логотип — это орел, да? Да. Там в основе у него орел. Да, трехглавый орел, Трехглавый. который напоминает в том числе самолет с турбинами на крыльях самолета. И этот трехглавый орел — это не просто какой-то образ из национальной культуры, да, он имеет четкую привязку к самому аэропорту. Потому что сам терминал, вот мы нашли информацию о том, что архитектор, когда делал проект вот нового терминала, новый терминал был когда в 10-х годах, по-моему, открыт, основная идея была, что это полет птицы. Это полет трехглавого орла, и если присмотреться, на фасаде находится голова орла действительно, и все думают, что просто это голова орла, а там на самом деле в контраформе находятся еще две головы, и это трехглавый орел, это священная птица Юксюкю, которая в народе Саха почитается очень, очень сильно, очень знаковой является. И мы вот эту историю потом воплотили уже в сам логотип. То есть архитектурный образ, легенда про птицу, то есть и значение для республики. Так, Платон Алексеевич Аюнский у нас. Казалось бы, какая связь? Какая связь? Но Платон Алексеевич часто... Он происходит вообще из известного рода шаманов. Он часто в своих произведениях себя с ним ассоциировал, с орлом, с шаманом. У него есть буквально стихотворение, в котором есть фраза «Я знал, что жив я человек-орел». И так как орел — это птица-спутник шамана, и есть еще поверье, что шаман может во время камлания превращаться, менять свою форму, и либо в рыбу превращаться, либо в птицу, и он превращается вот в орла, и что здесь у нас есть привязка через шамана к Платону Алексеевичу Аюнскому. Это его тотем. Видимо. Это нельзя сказать, что это его тотем. Мы не сможем этого, наверное, никогда узнать и спросить. Но мы можем этого предположить. Да? Но мы можем предположить и построить вот такую вот абстрактную связь. А вот эта вот строчка про орла, она же где-то там есть. Она есть, да. И это тоже на стекле между зоной ожидания. Ожидания и зоной прилета. Мы еще дополнительно делали фирменный шрифт для аэропорта Якутска. Это была тоже наша первая шрифтовая работа. Мы тогда только с этим знакомились. Я тогда начала знакомиться с тем, как разрабатываются шрифты. То есть не просто скачать его из интернета, а действительно его самостоятельно создать и что-то этим шрифтом напечатать. И мы предложили вот такую концепцию фирменного шрифта. Он достаточно такой сложный, лировидный. Это, опять же, лировидный орнамент, который защищает через свою декоративность, через свою сложность воздушное пространство над городом. Да, там много смыслов разных. И этим шрифтом украшена вот эта стеклянная галерея. Когда прилетаешь, выходишь, идешь забирать багаж, проходишь через эту галерею. Или находишься в зоне ожидания, то ее непосредственно видно. Я не думала, что это шрифт. Я думала, что это просто узор для того, чтобы кто-нибудь ненароком не вошел в стекло. Чтобы сделать его видным. Да. И мне думалось, ой, как красиво. Оказывается, это шрифт, и там нужно искать надписи. Там написаны стихотворения Платона Алексеевича на русском, якутском и английском языках. И и с помощью этого шрифта мы создали вот такой образ декоративный и функциональный в том числе, еще и защитный получается. И вот такие 3 функции неожиданно сошлись в одном проекте. Все, теперь нам всем будет чем заняться, я думаю, в и почитать рейса. там. Нам нужно будет найти, это будет квест. Да. Пойти почитать
найти стихотворение на русском, якутском и английском английском. языках. Здорово. А над чем вы сейчас работаете? Сейчас мы работаем в разработке у нас находится логотип и фирменный стиль для эсэха Аланхо, который будет проходить в следующем году в Кобяйском районе. Ну, там часть проекта уже принята, мы его доделываем, дорабатываем. Мы работаем в том числе параллельно всегда над своими проектами какими-то, потому что у дизайнера, как у любого творца, в какой-то момент возникает необходимость быть услышанным, и мы делаем какие-то свои вещи, некоммерческие заказы. И вот сейчас работаем над разными историями, у нас скоро выйдет в феврале, не в феврале, весной. Весной у нас выйдет сборник якутских сказок, которые мы делали очень долгое время совместно с якутскими иллюстраторами, в том числе с теми, которые проживают в других городах. Это 7 сказок якутских, которые иллюстраторы визуализировали. И это будет сборник для детей в формате вимельбуха, который можно будет рассматривать, искать какие-то предметы на разворотах и параллельно читать сказки на якутском и на русском языках в том числе. Вот если мы начали с дизайн-кода и закончить хочется тоже с дизайн-кодом, смотрите, вот есть, как называется, клише какое-то, такое вот просто визуальное клише, наверное. То есть когда мы говорим про Кобяйский улус, сразу возникает что? Образ Карася. Карася, да. Ну, это фирменное отличие. Да. Но это точно так же, как, наверное, где-нибудь в Центральной России, когда говорят про Якутию, у них возникает образ бриллианта. Алмаза. Да, бриллиант, алмаз, чуть-чуть вот сейчас уже ближе к мамонт пошел. Ну, в том и, числе. наконец-то, мы холод, да, Холод, тоже доформировали. Так вот, эсэх Аланхо, там тоже будет присутствовать образ карася или не будет? Конечно, будет. Будет, да. Наверное, даже не один. Ну вот эмблему уже презентовали. Там действительно там не один карасик, там 3. Но в знаке очень много смыслов тоже разных. Там, во-первых, пересечение 3 рек. Лена, Алдан и Вилюй пересекаются вот в Кобяйском районе. Это в том числе отражается на гербе Кобяйского района. Кобяйский карась — это бренд, который мы предложили все-таки использовать в логотипе, в эмблеме. И там на знаке каждый карась несет в себе какой-то элемент из Аланхо. Это Алукмас, это Аланхасут и это еще Урага. Вот. Ой, как всего много. Да. То есть вы легких путей не ищете, я так понимаю? Ну, это как минимум да? очень интересно. То есть мы стараемся найти разные, добавить разных смыслов, сделать знак не просто знаком, а чем-то интересным, что хочется рассматривать, зависать вот у этого визуального какого-то изображения. Но при этом все равно это необходимо делать очень аккуратно, чтобы не перегружать композицию, чтобы логотип выглядел все равно как логотип, а не как головоломка. Головоломка, да. Вот. И потом все равно, я уже говорила, что когда ты эту головоломку разгадываешь, то у тебя ассоциация становится гораздо более яркой, чем если бы это было просто какое-то изображение или, ну, допустим, надпись или еще что-то вроде этого. А мне кажется, еще тут такой момент, когда разгадываешь головоломку, тогда ты присваиваешь этот смысл себе, и он становится уже частью тебя. Это уже не просто какой-то смысл, который извне, да, а это уже смысл, который ты присвоил. И тут, наверное, к нему начинаешь и бережнее относиться, и нежнее, может быть. Ты даже, еще начинаешь рассказывать друзьям, знакомым, а вот знаете, а вот это, а вот я разгадал, а вот вы знали. Ну, я не знаю, как минимум в профессиональной индустрии у нас есть такое. Ну, мы много любим, то есть мы все равно опираемся на зарубежный опыт, на известные бренды какие-то, ознакомливаешься с историей логотипа, на что опирался художник-оформитель, да, если это мы говорим про Советский Союз, например, да, или дизайнер уже позже. Поэтому смыслы всегда очень важны. Вот. И идея, она сильнее, чем любое ее визуальное какое-то воплощение. А как вы думаете, может ли что-нибудь перебить вот этот вот стереотипный, очень стереотипный символ Якутии, как бриллиант? Что могло бы приблизиться для того, чтобы стать таким кодом самоидентичности и айдентикой Республики Саха-Якутия? Сложный вопрос.
Ну, мне кажется, наш самый яркий бренд — это холод. И холод может конкурировать с алмазом, на мой взгляд, потому что ну, у нас алмаз характерен для какой-то части республики, а холод, он характерен для всей республики. Но здесь это есть наше сложность фирменное тоже, потому что как отличие. холод изобразить? Холод — это же не просто снежинка. Да. Холод — это не просто снежинка, это совокупность разных факторов. Это может быть и бык холода, например. Эту историю мы развивали в проекте для Аймиконского района, да, но там и желание заказчика такое было, и бык холода на гербе Аймиконского района используется, и на гербе самого поселка Аймикон. Поэтому вот эта ассоциация с быком холода, она в контексте именно этой территории была очень сильной, и мы ее вот реализовывали. Но мы быка тоже сделали не просто его изображение, мы его дополнили разными смыслами, добавили туда человека, то есть то, что это территория, на которой человек проживает, и добавили характерных элементов для этой местности. Вот. А если говорить про всю республику, то как визуализировать холод для всей республики — это задача, над которой мы думаем постоянно. Но пока мы какого-то однозначного решения не нашли, но мы всегда в поисках какого-то этого изящного решения. Не потому что это заказ или не потому что это там кто-то к нам обратился с такой просьбой, а потому что мы как исследователи, как жители, мы просто в этом заинтересованы. Ну, мне кажется, что еще очень много времени впереди. Плюс ко всему ваше сообщество креативных людей расширяется, растет. И мне кажется, это очень благородная задача предложить какую-то визуальную альтернативу. Ну вот мы с таким часто сталкиваемся. Иногда есть те проекты, в которых, когда к нам заказчик не обращался. Но будучи инициативными и неравнодушными жителями республики, например, и неравнодушными дизайнерами, мы сами предлагаем какое-то решение, и уже, ну и просто как люди знакомимся с потенциальным заказчиком, да, и предлагаем ему такое решение. И если ему оно действительно нравится, то уже дальше выстраивается какая-то коммуникация, диалог. Вот. Но бывают и проекты, где мы просто как неравнодушные жители города предлагаем самому городу какой-то проект, какое-то решение. И это просто наша отдушина. Но я искренне от души желаю, чтобы авторами следующего такого визуального паттерна, связанного с Якутией, стали именно ребята из Сулысчан, а может быть и лично Александра Захарова. Буду очень рада. Большое спасибо. Спасибо, Александра. И мы обычно заканчиваем пожеланиями нашим телезрителям. Вот ваша камера. Вы можете туда что-нибудь людям пожелать доброе. Ну, во-первых, я желаю всем быть счастливыми и найти то дело, которое делает вас счастливыми, чтобы ваша деятельность, плоды вашей деятельности приносили вам счастье, удовлетворение, и вы знали, что делаете это не просто так. Вот. Ну и всем хорошего настроения обязательно.